Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как из-за попадания молнии сгорел дом в Зеленодольском районе. Мы находились дома. Дети испугались хлопка, сильно плакали. Хозяева не знали о пожаре и в горящем доме укладывали детей спать. Расскажем, что 8 часов горело на заводе в Автограде. Предполагаемая причина пожара – самовозгорание веществ и материалов. Пожарные справились с огнем только около полуночи. А также 16-летнему подростку оторвало руку в его первый рабочий день. Он укладывал кирпич на сушильную ленту, и в какой-то момент его руку затянуло в агрегат. Официально на производстве он оформлен не был. И обнаружение хорошо вооруженной наркофермы в Пестричинском районе. Это и не только. Прямо сейчас. Семья с 2 маленькими детьми осталась без крыши над головой из-за грозы. Их дом в деревне Ивановская, это в Зеленодольском районе, вспыхнул накануне вечером после попадания в него молнии. Хозяева даже не поняли, что произошло, и когда дом уже полыхал открытым пламенем, укладывали 2-летних детей спать. Вероника Гайнудинова побывала на месте пожара. Мы находились дома. Дети испугались хлопка, сильно плакали, а потом решили уложить их, успокоить. Они не поняли, что резкий удар по крыше – звук от удара молнии в дом. Когда начался ливень, дома была женщина с детьми. Грозы они испугались, поэтому быстро залезли под одеяло. Но уснуть не вышло, благодаря соседям. Мы их укладывали спать, в это время мы уже горели. Прибежали соседи. Дома ни дыма, ничего не было, все ветром уносило. Прибежали соседи, сказали, что мы горим. Женщина сразу же собрала своих детей и выбежала из дома. Пламя быстро стало распространяться. Дом построен из деревянного бруса. Огонь распространялся с огромной скоростью. К моменту приезда пожарных все строение полыхало открытым пламенем. Зарево было видно издалека. Кроме того, огонь мог перекинуться и на соседние строения – гараж, беседку и баню. Этот дом молодая семья построила совсем недавно. Жилье возводили в ипотеку. Огонь уничтожил его полностью. Вероника Гайнудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Около 8 часов пожарные боролись с огнем, вспыхнувшим на заводе полимерной продукции в Набережных Челнах. Столб густого черного дыма был виден издалека. Видео очевидцев моментально разлетелось по социальным сетям. Территория, где вспыхнул пожар, закрыта. И все гадали, что же может гореть так долго. Диляра Юсупова узнала. Что горит в промзоне Челнов, интересовало, пожалуй, каждого. Не заметить столб черного дыма было сложно. В 15:45 в МЧС поступило сообщение о горении мусора, но дело оказалось серьезнее. Очаг возгорания находился на территории одного из предприятий города. Горел действительно мусор, пластиковые отходы. Огонь то утихал, то вспыхивал вновь. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. Утихомирить огненную стихию пытались 47 человек с помощью 13 единиц техники. Объект пожара – открытая территория, полигон по хранению сырья и изотехнических изделий, 950 квадратных метров. Производственный цех по переработке полимерного сырья площадью 2000 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – самовозгорание веществ и материалов. Ущерб устанавливается. Погибших и пострадавших нет. Искры, дым и бушующее пламя не пугали проезжающих мимо людей. Они с любопытством наблюдали за происходящим. Увидел дым, да и все. Откуда увидели, куда ехали? С работы ехал. Проезжал мимо с гараж 500 и увидел то, что пожар. Вот, решил посмотреть. Помимо пожарных гидрантов, воду огнеборцам подвозили поливомоечными машинами. По факту случившегося городская прокуратура проведет проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось только ближе к полуночи, почти через 8 часов с момента вызова. По предварительным данным, медицинскую помощь оказали 2 пожарным. Они получили тепловой удар. Госпитализация им не требовалась. Диляра Юсупова, Лилия Гатина и Ленар Султанов. Вызов 112. В Нижнекамске предположительно с 11-го этажа 16-этажного дома выпал молодой человек. Парень погиб на месте. Трагедия произошла сегодня в 11 часу дня. На место сразу же прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета. Известно, что погибшему 21 год. Также по предварительным данным парень родом из Заинска. В Нижнекамске он снимал квартиру, но совершенно в другом доме. Что привело его в эту высотку, пока неизвестно. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить причину гибели молодого человека.
48-летний мужчина пострадал после взрыва 50-литрового газового баллона в Муслюмовском районе. Инцидент произошел в селе Старые Карамалы. В двухквартирном частном доме обрушилась кровля, частично повредились окна и стены. Хозяин дома находится в больнице. Причина происшествия устанавливается. 16-летний подросток лишился руки в первый рабочий день на производстве кирпича в Арском районе. По данным следствия, юноша засунул руку в сушильный конвейер, после чего ее затянуло. Айрат Назипов узнал, что подросток на работу официально оформлен не был, и о технике безопасности ему, вероятно, не рассказали. Для 16-летнего юноши это был первый рабочий день на кирпичном заводе. Опыта и знаний не было. А делиться этим с ним, как установили следователи, ответственные люди не спешили. В настоящее время следствием установлено, что молодой человек был приглашен на работу формовщиком. Он укладывал кирпич на сушильную ленту, и в какой-то момент его руку затянуло в агрегат, в результате чего она была ампутирована. Сейчас подросток находится в больнице. Следствие установило, он не был официально трудоустроен на предприятие. Инструктаж ему не проводили, а техники безопасности не рассказывали. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. В Казани будут судить 50-летнего отстраненного от обязанности ректора КНИКТУ КХТИ Сергея Юшко. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. В ближайшее время дело будет рассматриваться в суде. Сам мужчина вину не признает, но следствие полагает, что обвиняемый с 2004 по 2017 годы работал на полной занятости в технопарке «Идея», а также одновременно числился заведующим кафедрой инженерной и компьютерной графики и деканом факультета информационных технологий КНИТУ. При этом на самом деле трудовую деятельность в образовательном учреждении он не осуществлял. Таким образом, незаконно заработал свыше 9,5 миллионов рублей. Кроме того, в 2013 году между технопарком и КНИТУ был заключен договор на повышение квалификации сотрудников университета на сумму более 1 300 000 рублей. В последующем обвиняемый организовал имитацию мероприятия с минимальными затратами, без привлечения иностранных специалистов и ученых. Его реальная стоимость составила не более 120 000 рублей, а поступившие на счет технопарка средства злоумышленник похитил. 21 килограмм марихуаны, пистолеты и гранаты обнаружили полицейские на ферме в Пестричинском районе. К приезду сотрудников МВД и ФСБ на ферме находились 5 казанцев. Сейчас все они задержаны. Как выяснили оперативники, предполагаемые злоумышленники выращивали наркотические растения. Кроме того, в одном из ангаров полицейские нашли закопанный алюминиевый бидон. В нем были спрятаны порядка 1500 патронов различного калибра, карабин «Сайга», самодельное оружие, 2 пистолета и револьвер. Также нашли 4 гранаты и 18 электродетонаторов. По данным фактам возбуждены уголовные дела. 45-летний водитель «Тойоты» сбил 56-летнюю женщину в Кукмаре. Пострадавшая получила ушиб головного мозга и была госпитализирована. Как выяснили автоинспекторы, автомобилист не справился с управлением. Вылетел на тротуар и сбил пешехода. Более того, оказалось, что машиной мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения. Мотоцикл и «Лада Калина» не смогли разъехаться на дороге в Боровое-Матюшино. Мотоцикл на скорости влетел в отечественную легковушку в тот момент, когда она разворачивалась. После аварии мотоциклиста госпитализировали. Автоледи не пострадала. Она рассказала Татьяне Тимошенко, что просто не видела, как на нее ехал мотоцикл. Это все, что осталось от мотоцикла. Железного коня погрузили на эвакуатор и увезли. Его хозяина забрали медики скорой помощи. Мотоциклист врезался. Все произошло на выезде из поселка Боровое-Матюшино в сторону города. Мотоциклист ехал прямо, внезапно перед ним стала разворачиваться «Лада Калина». За рулем отечественной легковушки сидела девушка. Она сказала, что попросту не заметила мотоциклиста. Ну, я посмотрела, что никого нет, и начала разворачиваться. Видимо, или он летел с такой скоростью, что я не успела его увидеть, и он быстро прилетел. Примерно скорость какая была? Я не знаю, я не разбираюсь. Я его не видела вообще. Я услышала звук, он был несколько секунд, вот этот свист тормозов. Вероятнее всего, виновником ДТП признают водителя «Лады», так как девушка не убедилась в безопасности своего маневра. Татьяна Тимошенко, Елена Соляхова, Наиль Абдулин, вызов 112.
Внимание! Розыск. Полицейские Казани разыскивают 32-летнюю жительницу Бурятии Биликтуеву Дариму Владимировну. О пропаже сестры сообщил ее брат. Он сообщил, что девушка ушла из дома и предположительно находится в Казани. Всех, кто обладает информацией о нахождении девушки, полицейские просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.